Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех, кто сейчас встречает это утро понедельника с нами. С вами сегодня будет Дарья Анкехова и Руслан Ачиров, и это «Утро Якутии». Вот и завершились длинные выходные, можно сказать, этого уходящего года. И теперь мы вместе с вами до конца этого года будем только трудиться, ведь таких выходных длиной 3-4 дня больше не будет, до самых новогодних каникул. Действительно, до Нового года осталось ровно 55 дней. Ну а мы обещаем, что эти дни с нами пролетят незаметно, ведь мы каждое утро будем рассказывать вам самые свежие утренние новости. Также мы узнаем обязательно, что же происходило, пока мы спали, и поделимся с вами только нашим утренним позитивом. И вот что мы подготовили для вас сегодня. Якутские артисты выступили с концертом перед мобилизованными земляками в столице Южной Якутии, открыли лыжный сезон. А в Первопрестольной начали готовиться к Новому году. Также мы узнаем, как провели свои выходные жители Якутии. Между тем, сегодня мы поговорим обязательно об иммунизации населения, так как в регионе продолжается вакцинация. И, конечно, эту тему мы обязательно обсудим в нашем эфире. Ну, и, конечно, хотелось бы начать с того, что желаем вам всего самого-самого наилучшего, отличного утра. Ну, а более подробно также о назальной вакцине расскажет наш корреспондент. Ну, и мы узнаем, больно ли это получать или вполне себе комфортно. Ты знаешь, я очень мало слышала про назальную вакцинацию, и это что-то для меня пока вот из области фантастики, но на самом деле все это уже применяется у нас в республике. Ну, друзья, мы также узнаем, наш гость в студии расскажет, можно ли его, где можно получить эту назальную вакцину и кому он противопоказан. Ну и, в общем, более подробно мы расскажем сегодня об этом в нашем эфире. Традиционно из нашей постоянной рубрики «Культурные новости» мы узнаем о мероприятиях, которые будут проходить на этой неделе. Ну а коллеги из новостного отдела расскажут самые актуальные новости на утро 7 ноября. Так что оставайтесь вместе с нами и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Ну а сейчас мы предлагаем вам налить себе чашечку горячего чая или заварить кофе и узнать вместе с нами, какая же погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 27 градусов. В заречной группе 30 градусов ниже 0. В южных 12-10 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе до минус 34, в Нижнеленских 31-28 ниже 0. В западных районах 17 градусов со знаком минус. В Колыман-Дигирской группе улусов до минус 34, в Янских 26 градусов мороза. На северо-западе минус 36. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 25 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, северо-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 21 градуса. Информацию о погоде мы узнали, ну а сейчас давайте поговорим о том, что произошло за эти прошедшие выходные. Так, в День народного единства в Саратовской области местный ансамбль «Золотая осень» подарил своим жителям якутский танец. Видео сразу же набрало несколько сотен лайков и положительных отзывов. В одном из них было написано «Молодцы, саратовчанки». А вот артисты ансамбля «Песни и пляски» Центрального военного округа устроили концерт для бойцов вооруженных сил Российской Федерации в зоне спецопераций. Как рассказал художественный руководитель ансамбля Антон Шолохов, он очень переживал, что люди будут уставшие, что ему будет не до концерта. Но видя их настроение, их отдачу и реакции на их песни и зажигательные номера, он понял, что это необходимо. Репертуар был подобран соответствующий. Это и современные песни, и рок-композиции. Мы сегодня говорили с нашим зрителем на одном языке, отметил Шолохов. Но между тем, напомним, что якутская делегация также ездит по военным округам со своей концертной программой. Так, наши артисты из Якутии выступили в минувшие выходные в бурятском гарнизоне перед мобилизованными земляками.
Поддержать земляков приехала творческая группа под руководством директора Якутского колледжа культуры и искусств Захара Никитина. Для нас приезд земляков имеет особое значение. Так мы чувствуем сильную поддержку. Слушая исполнение песен вживую, хоть и ненадолго, мы чувствуем себя так, будто побывали на малой родине. Заряжаемся энергией якутской земли, говорят мобилизованные якутяне. Завершилось мероприятие якутским священным танцем Асохой. А тем временем в столице Южной Якутии, в Нерюнгри, в эти выходные открыли зимний сезон катания на лыжах. На кадрах видно, что лыжник-экстремал спускается на параплане на трассу. Этим самым очень удивил он посетителей лыжной базы. А в Оленёкском районе в Сербейском наследии прошли соревнования по заготовке льда «Мус-шоу-2022». Жители Наслега, несмотря на холод, который стоит там в эти дни, приняли активное участие. Мужская половина заготавливала лед, а женщины, как мы видим на кадрах, поддерживали их своим танцем. В конце мероприятия заготовленный лед жители микрорайонов доставили одиноко проживающим инвалидам и в социально значимый объект – реабилитационный центр для инвалидов и ветеранов в селе Хараялах. А в соседнем Хангаласском районе в эти выходные мужчины из Совета отцов выехали на озеро на якутский народный промысел – гуляние Мунха. Как мы видим, улов был большим. И сразу почему-то захотелось уху из свежих карасей при виде таких кадров. А в другом соседнем районе, уже в Горном Улусе, в эти выходные якутские коровы отметили свое новоселье. Фермер Власий Андреев достроил свой новый коровник и перевез своих кормильцев в новое здание. Сегодня у фермера 60 голов коров якутской породы. Как сообщает Власий Андреев, это стало возможным благодаря поддержке районной администрации. Теперь он надеется, что коровы в новых условиях увеличат свой надой. Минувшим днем в городе Якутске открыли для движения перекрестки проспекта Ленина с улицы Амосова и Октябрьская. На участке от Кулаковского до улицы Курашова завершаются работы по установке светофорных объектов и линий наружного освещения. И, возможно, уже скоро именно этот участок откроется. Как отметили в Главстрое, полностью дорогу планируют открыть до 14 ноября. Ну а в конце новости из столицы. Так, государственный универмаг уже начал украшать к Новому году. В этом году оформители выбрали тему гжель, вид народной русской народной росписи, относящейся к бело-голубой керамике. Ну что, Руслан, замечательные новости, да, вот пока мы спали, действительно, 3 выходных, наверное, многие из нас проспали, новости замечательные, но по тебе так самая такая главная новость. Ну, по душе это очень что? интересно и необычно было вот видеть, во-первых, открытие уже горнолыжного сезона в Нерюнгри, и прямо, мне кажется, вот это был эффектный очень подлет, приземление парашютиста. Ну, мне кажется, эта идея для твоего проекта испытана на себе, я думаю, нужно испытать вот такой выход, да, на лыжную трассу. Ну, а я, например, очень жду открытия все-таки наших центральных дорог. И я думаю, многие жители озадачены этим вопросом, когда же появится свет. Он появился, а теперь когда же откроют ту самую дорогу? Ну, вообще, надо сказать, что самый, по-моему, лучший дорожник — это зима, да, то есть она так сглаживает хорошо все кочки, все ямы. Ну, а что касается моих выходных, я тоже их провел достаточно интересно. Мы снимали проект «Испытано на себе», тест-драйв автомобиля ГАЗ-66, казалось бы, такой старый советский автомобиль, но, тем не менее, много-много интересного, что сделал для него в нем, ну, изменений, да, хозяин. То есть все это будет в ближайшем выпуске передачи «Испытано на себе» на канале Якутия-24, конечно. Ну, конечно, небольшой анонс такой, да, от Руслана Ачхирова. Но и тем временем, Руслан, давай напомним о том, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что у вас, дорогие друзья, есть уникальная возможность принять участие в нашем эфире. Вы можете отправить свое короткое смс-сообщение на номер, который вы видите прямо сейчас на экране. Поздравьте своих близких, передайте привет, поделитесь своими эмоциями. Мы обязательно постараемся зачитать его в прямом эфире. Успевайте, у вас на это есть буквально, ну, оставшиеся там 45 минут. Да, ну а также не забывайте про наш телеграм-канал «Утро Якутии», где помимо того, что тоже можно отправить сообщения с поздравлениями, также можно узнать самые интересные сюжеты, посмотреть актуальные новости, ну и вообще принимать участие также в наших выпусках. Предлагайте свои интересные сюжеты, ну и, возможно, даже вы станете героем нашего следующего выпуска. Руслан, как ты относишься к фразе «понедельник – день тяжелый»?
Ну, после вот достаточно интересной поездки нашла Для где-то тебя около 2 понедельник. дней. Сегодня действительно немножко было сложно встать, но я заварил себе по традиции вкусный кофе и, конечно же, взбодрился сегодня, чтобы подарить вам, дать часть энергетики позитивной на весь рабочий день и, кстати, на всю рабочую неделю. Да, действительно. Ну а мы тем временем переходим к нашей постоянной рубрике «Даты и события». Чем же запомнился этот день в истории, узнаем сейчас. На календаре 7 ноября. Сегодня День воинской славы России. Также отмечают Международную неделю науки и мира. По народному календарю дедовские плачи. В этот осенний день вся природа плачет, дождем или снегом, говорили в народе. Особые приметы существовали для торговцев. Им, например, запрещалось есть хлеб. Те же, кто торговал зерном, не должны были в этот день переезжать с места на место, иначе можно было спугнуть удачу. Этот день в истории. В 680 году в этот день в Константинополе открылся Шестой Вселенский собор. 7 ноября 1902 года считается днем рождения вытрезвителя. В столице оружейника в городе Туле по инициативе врача Федора Архангельского открылся первый в России вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших». 7 ноября 1917 года в России произошла Октябрьская революция. В 18 году в этот день выпущены первые марки Советской России. В 1930 году 7 ноября впервые заговорило Якутское радио. В 1941 году состоялся парад советских войск на Красной площади в Москве. Военный парад советских войск в честь 24-й годовщины Октябрьской революции было решено провести с особой торжественностью для укрепления морального духа народа и армии. Это была убедительная возможность заявить на весь мир о том, что Москва стоит и будет твердо стоять. В этот день родились Арсений Веденский, русский литературный критик, библиограф, историк литературы. Мария Складовская-Кюри, польский французский физик, химик, дважды Нобелевский лауреат. Лев Троцкий, русский революционер еврейского происхождения. Дмитрий Фурманов, советский писатель, прозаик, автор романа «Чапаев». Рина Зеленая, советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Георгий Миляр, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Михаил Янгель, советский ученый-конструктор в области ракетно-космической техники. В этот день также родился Альбер Камю, французский писатель, журналист, Нобелевский лауреат. Именины сегодня у Афанасия и Валерия. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Это «Утро Якутии» на канале Якутия-24 НВК Саха. И сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Доброе утро, вы смотрите новости. Военнослужащим, в том числе участникам специальной военной операции, разрешат вступать в накопительную ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих сразу после включения в специальный реестр. Закон с такой нормой подписал президент России Владимир Путин. Сейчас военнослужащие имеют право получить целевой жилищный заем не ранее 3 лет с даты включения в реестр. Согласно поправкам, тем, кто участвует или участвовал в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, в том числе за рубежом, предоставляется право на заключение с Росвоенипотекой договора целевого жилищного займа с даты включения в реестр участников накопительной ипотечной системы. Качество лекарств подтвердят по новому стандарту. Обновлено руководство по составлению нормативного документа по качеству лекарственного препарата. Такое решение коллегии Евразийской экономической комиссии вступят в силу 6 ноября. Коллегия уточнила требования к составлению нормативного документа по качеству лекарственного препарата. Он должен содержать состав лекарственного препарата, спецификацию описания методик испытаний, описание упаковки, маркировку, условия хранения, срок годности и срок хранения. Также документ может содержать примечания, если сведения, предоставленные в соответствующих разделах, нужно объяснить.
Аэропорты Юга и Центра России продолжат субсидировать. Правительство продолжит субсидировать аэропорты центральных и южных регионов России, которые столкнулись с значительным снижением доходов из-за временного ограничения полетов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о частичном возмещении операционных расходов аэропортов в период режима временных ограничений на полеты. Федеральное финансирование позволяет аэропортам сохранять персонал и обслуживание инфраструктуры. В 2022 году на эти цели направили более 7,5 миллиардов рублей. Школы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили 332 школьных автобуса из 428 запрошенных. Школы получили необходимое количество российских гербов и флагов, флагштоков, политических и других карт мира и России, а также наглядных пособий для оформления кабинетов, в том числе портретов писателей, исследователей истории, великих химиков и физиков. Кроме того, в эти учебные заведения передано почти 700 комплектов технических средств для обустройства компьютерных классов. Помимо ноутбуков, речь идет об интерактивных панелях и принтерах. В столице региона прошли ежегодные соревнования республики по национальному многоборью среди юниоров. Возрастная категория составила до 21 года. Стоит отметить, что юноши соревновались по 7 видам спорта, а девушки по 5. Все дисциплины входят в разряд республиканских игр «Манчары». В соревнованиях приняли участие 18 парней и 5 девушек. По итогам 2 соревновательных дней среди юниоров уверенную победу одержал Вячеслав Дьяконов из Намцев. Среди девушек первенствовала Саина Иванова из Горного Улуса. 7 видов юниоров. Это у нас национальные виды спорта. Это Üstügülüş, Тутумергир, масса-рестлинг, стрельба из лука, 400 метров и капсага и переноска камня. У девушек 5 видов. Это Тутумергир, Üstügülüş, 400 метров, масса-рестлинг и бег 400 метров. Мы продолжаем эфир программы «Утро Якутии». И вот, Руслан, я недавно совсем столкнулась с такой, наверное, проблемой, да? Скорее проблемой. В общем, дома было холодно. Включаешь максимальную температуру на батарее, все равно холодно. Ну, знаешь, во-первых, наступает уже зима, становится все холоднее. И с наступлением холодов особо остро, да, стоит в некоторых домах вопрос отопления. Но это касается не только старых домов, но а также нового жилфонда. Ну а что делать, если в квартире холодно и куда обращаться, нам расскажет Вероника Тамтосова в рубрике «Советы юриста». Доброе утро, дорогие телезрители! За окном уже холодно, как же хочется, чтобы дома было уютно и тепло. Что же делать, если температура дома низкая? Ну, во-первых, нужно установить причину. Чтобы установить причину, нужно привлечь квалифицированные органы. Это что? Это управляющая компания, да, то есть мы сразу же обращаемся в диспетчерскую службу управляющей компании, а также к поставщику услуг. В данном случае это в Якутскэнерго, тоже диспетчерскую службу Якутскэнерго, сообщаем, что батареи у нас холодные по неизвестным нам причинам. Если это плановое отключение, недолговременное, для того, чтобы произвести какие-то технические работы, диспетчер вам об этом сообщит и также сообщит, когда будет подключение. Если диспетчер не знает, какие причины, вы с ним не согласовали время, в течение 2 часов к вам должны будут выехать, заактировать, то есть управляющая компания, представитель, получается, уполномоченный представитель ресурсно-снабжающей организации заактирует, что произошло отключение по неизвестным причинам, то есть дом не отапливается. Ну, предварительно, конечно, необходимо проверить, что речь не идет только о вашей квартире, что речь о доме. Если причина в том, что ненадлежащие промыли трубы, что что-то перекрыли, что-то в подъезде не так подключили, то однозначно вам должны сделать перерасчет именно управляющая компания за надлежащее оказание своих услуг. Основанием для перерасчета является акт. Если речь идет о том, что поставщик услуги поставил низкие температуры, батареи не прогрелись, да, по непонятным причинам, также это уже Якутскэнерго должен произвести перерасчет за ненадлежащую поставку услуг. Как производится замер? Замер температуры, примерная температура в жилом помещении должна составлять 18-20 градусов в зависимости от периода, да, то есть зимы. Замер производится в самой большой комнате квартиры. Посередине, по диагонали устанавливается прибор. Прибор должен быть специализированный, то есть пройти поверку. На всех этих документах у него должны быть поставлено, что
срок поверки, получается, не истек, и он уже через 20 минут после установки актирует, какая температура в комнате. Если у вас продолжительное время не устраняется, и вам неизвестны причины, по которым нет тепла в квартире, то есть вроде бы в подъезде все хорошо, вроде бы управляющая компания говорит, что все исполнено, но тем не менее в квартире холодно, возможно, это новая квартира, да, то есть дело именно в утеплении внешних стен. Также обращайтесь к управляющей компании, просите уже привлечь специалистов, делаете исследования, да, то есть с специальными экспертами, строителями причине холода в квартире. Если в этом виноват застройщик, то вы пишете претензию застройщику. Не паникуйте, все можно устранить. Желаем вам, чтобы у вас дома всегда было тепло и хорошо. Замечательные, да, у нас советы юриста, действительно, очень часто помогают, и многие зрители потом отзываются в наших соцсетях о том, что очень полезные советы. Без юриста нынче никак. Ну, действительно, времена такие, что нужно быть юридически подкованным, финансово подкованным, ну и, конечно же, знать, что нужно принимать, если ты заболел, не дай бог, да? Тем более сейчас, да, действительно, осенью, когда сезон тех самых заболеваний, таких как бронхит, сезонных заболеваний, и это касается не только, да, значит, нашего школьного, да, возраста детишек, да, ну а также и взрослых. Вот ты, например, почувствовал себя плохо, что делаешь? Ну, я стараюсь сразу принять что-то такое вот перед сном, например, Анвимакс, например, да, и, соответственно, потеплее как-то укутаться. Ну и, может быть, если что, ингаверин на всякий случай. То есть ты из тех людей, кто сразу употребляет противовирусные препараты, да? Да. А я вот, например, из тех, кто по 3 дня лежит, ждет, пока вот все либо хуже, либо лучше, а потом уже, знаешь, бегу к врачу. Но это в худшем случае. А в лучшем случае выхожу на работу. Ну, я думаю, что у каждого из наших телезрителей есть какой-то свой способ, да, лечения тех или иных заболеваний ОРВИ. Вообще, Национальное научное общество инфекционистов провело исследование и анализ мнений пациентов о заболеваемости и способах лечения ОРВИ и COVID-19. В его основу легли данные, полученные в ходе опроса 2,6 тысячи граждан от 25 до 65 лет. Так, наиболее популярным препаратом среди опрошенных стал орбидол. 70% респондентов применяют его по назначению врача или же по собственной инициативе. При этом медики настаивают, что во время приема противовирусных препаратов нельзя игнорировать рекомендуемые дозировки и длительность курса. Важно следовать рекомендациям врача и придерживаться инструкции, в которой обозначен курс терапии. По данным исследования, до 34% опрошенных предпочитают предупредить ОРВИ, чем терять из-за болезни драгоценное время и деньги, рискуя к тому же заразить родных и близких. Треть применявших препараты для профилактики использовала их курсами. Ну а чем вы лечитесь при симптомах ОРВИ, ковид, напишите нам в телеграм-канале, там мы проводим наш опрос. Ну а вообще предупрежден, вооружен. И я считаю, что, конечно, лучшее, знаешь, такое решение, заранее решение этого вопроса, это, конечно, вакцинация. Ну и вообще, вот мы затронули в начале нашего эфира эту тему по поводу назальной вакцинации. Слышал ли ты что-нибудь про это? Да, вот вообще вот только в новостях вскользь как-то слышал, что появилась назальная вакцина, но это было достаточно давно, по-моему. Больше я на эту тему как бы и даже не задумывался. Ну а вот наш коллега Дмитрий Тымыров узнал об этом поподробнее, и давайте узнаем теперь и мы. Ну, сейчас я буду получать первый компонент именно вот назальной вакцины, которые сюда завезли еще 2 месяца тому назад. Вот в руках держит медсестра, соответственно, вакцину, покажите на камеру. Здесь 0,5 миллилитров жидкости. И сейчас я буду этот компонент, это первый компонент, я его буду получать и вам, соответственно, расскажу свои ощущения. Ну, давайте приступим. Ну, я как бы особо не прочувствовал, как будто в меня туда ввели какую-то жидкость. На вкус он какой-то сладковатый. И ощущается еще какой-то этиловый спирт, походу, какой-то. Ну, дискомфортных ощущений нет, и все нормально, все быстро, проще и, главное, без боли.
Такая вакцина подойдет в первую очередь тем, кто боится уколов. Ведь, по словам врачей и психологов, многие отказываются получать вакцину именно из-за боязни уколов. Теперь же это перестало быть проблемой. Перед получением человек должен высморкаться и определить, несколько раз вдохов делать, определить, где носовой ход более свободный. И вводится только один носовой ход и опрыскивается специальным опрыскивателем и путем орошения слизистой носа всасывается вакцина. Если остатки, она через задние стенки глотки вытекает. Самое главное после получения назальной вакцины в течение 2 часов не сморкаться, принимать пищу и жидкость, а также курить. Интерназальная вакцинация создает иммунитет как гуморальный, повышение иммуноглобулина А, в секретах слизистой носа дыхательных путей и повышение иммуноглобулина А, и также иммуноглобулина G и клеточный иммунитет для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Повышает иммунитет и усиливает иммунитет. Противопоказания для получения назальной вакцины идентичны тем, что и при внутримышечном введении вакцины. И самое главное, по словам врачей и ученых, которые разрабатывали эту вакцину, побочных эффектов практически нет. Правда, в поликлинике, где мы снимали, желающих защититься чудо-вакциной не оказалось. Видимо, в Якутске информации о новой вакцине мало. Слышали ли про назальную вакцину от ковида? Нет. Вообще не слышали про назальную? Нет. Впервые слышу. Назальную вакцину слышали? Нет. А вы слышали про назальную вакцину? Нет. А вы сейчас какой будете получать, от гриппа или от коронавируса? Коронавирус. Будете получать именно как там, внутримышечно. Слышали ли про назальную вакцину от коронавируса? Нет, не слышал. Слышали. А вы получали вакцинацию от коронавируса? Обычную, да. Спутник Лайт. Да. Слышали ли про назальную вакцину от коронавируса? Нет. Нет. А вы сами получали вакцинацию? Нет. А вы слышали про назальную вакцину? Слышал мимолетно. Ну, особо не придали значения. Пока нет. Надо испробовать. И это будет лучшим решением для защиты себя и окружающих от коронавируса. Ведь, как мы знаем, вирус не дремлет, а лишь мутирует. Сейчас вакцинация проводится каждый день. Сейчас наличие гам-ковид-2. Внутримышечно делаем и назально делаем. В основном люди предпочитают внутримышечно, а назально они пока не знают. Но в основном мы здесь рассказываем, как получить назальную. А назальную вакцину получают в основном это люди взрослого, молодежь или взрослые люди? В основном молодежь получает, а люди старшего года они не знают и боятся. Назальная вакцина, как и спутник, двухкомпонентная. Следующий нужно получить через 21 день. Дмитрий Тымыров, Семен Афанасьев, Якутск. Как показал опрос, очень мало жителей нашей... Я бы даже сказал, никто из запрошенных не слышал о назальной вакцине. Практически не знает ничего про ту самую вакцину. И для этого мы пригласили в студию нашего утреннего гостя. Это Анжела Николаевна. Она является врачом-методистом Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Анжела Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Вот скажите, кому рекомендовано получать такую вакцину? Бесплатные беременные, да? Могут ли их получать, или же для них будет лучше получить внутримышечную вакцину? Ну, действительно, 1 апреля Минздравом России зарегистрирована новая форма спутника ВИ. То есть это отличается тем, что формирует иммунную защиту в месте, где вирус проникает непосредственно через слизистую оболочку. Да? То есть поменялся только лишь способ введения. Это и есть двухкомпонентный спутник ВИ, который вводился ранее внутримышечно, а сейчас людям стало психологически легче переносить, так скажем, пшик в нос.
То есть Чем укол, да? Да, чем укол. Действительно, у многих же есть некая фобия, да, игла, кровь и так далее, да, то есть для них, мне кажется, это замечательная альтернатива, да? Да, альтернативный вариант очень хороший. И, ну, как показала практика, да, и исследования, побочных эффектов не так много. Это могут быть местные реакции в виде отека, в виде повышения местной температуры, но они не длительные и, получается, в первые сутки только проявляются, а лечение антигистаминными препаратами и также непосредственно жаропонижающими, так можно сказать. Ну, то есть можно ли сказать, что от назальной вакцины как бы вот, бывает же вот повышение температуры, то есть они поменьше как бы? Или... Они поменьше, да. Исследования показали то, что действительно побочных эффектов меньше. То есть чем легче при переносится? Вакцинации, да. Легче А что переносится. касаемо беременных, вот Руслан до этого спросил уже, да, для них показана такая вакцинация или противопоказана? Действительно, после осмотра своим лечащим врачом, гинекологом, также терапевтом, показания для вакцинации беременным проводятся после 22 недель гестации. А вот существует миф, или все-таки это и есть истина, о том, что данная вакцинация еще спасает от гриппа? Ага. Ну, это, можно сказать, миф, так как это две разные совершенно вакцины. И хочу сказать то, что можно поставить гам-ковид, ВАК и вакцинацию против гриппа в один и тот же день. То есть интраназально плюс совместить внутримышечную инъекцию от гриппа. То есть можно получить сейчас сразу... Как бы вирус активно циркулирует в воздухе, и, конечно, лучше привиться. А есть какие-то вот признаки, вот я, допустим, стал себя не очень хорошо чувствовать, как понять, что это грипп у меня, или же это что-то вот вновь ковид? Ну, это сложно определить с первого раза. Ну, самонаблюдение, как бы, да. Ну, и если температура выше там 38 градусов, лучше не идти на работу, вызвать врача надо, и, ну, симптоматическое лечение. Ну, надо, кстати, даже сказать, что вот у нас, допустим, здесь, да, на НВК, то есть если у тебя температура выше 38, то тебя даже дверь не пустит, потому что у нас... Да, я видела. Видели, Там, да. А вот скажите, все-таки есть ли сравнение по эффективности вот та внутримышечная вакцинация или назальная? То есть какая более эффективная? Или они одинаково защищают человека? Ну, так как сейчас это новая форма, да, введения вакцины, как сказать, с появлением, выбор появился у населения, да, ну, я думаю, что это очень даже эффективный путь и безопасный путь введения. Ну, вообще, надо сказать, что сейчас, слава богу, да, ковид пошел как бы так на спад, но, тем не менее, все равно опасность остается. Да, но я думаю, что появление назальной вакцины, возможно, даже какой... Очень даже хороший альтернативный вариант. Анжела Николаевна, говорят, людям пожилого возраста все-таки лучше ставить вакцину от коронавируса внутримышечную. Если человек не болел коронавирусом, лучше, да, поставить инъекционную вакцину, потому что защита будет все-таки эффективнее, можно сказать, да, потому что, ну, это как бы интраназальный путь введения, это новый путь введения, но он может, как сказать, лучше им ревакцинироваться, чем первый раз вакцинироваться. А что касаемо детского возраста, да, сразу возникает вопрос, больно ли это? То есть, если раньше мы родителям могли объяснить про прививку, что это не больно, потерпи, пройдет, что можем здесь мы сказать? Ну, вот по ощущениям. По сюжету Дмитрия, да, нашего коллеги, когда ему пшикнули в нос, вот, какие-то ощущения у него все-таки были, да? То есть, он, может быть, горчит вакцина? Нет, он не горчит, эта вакцина. Это орошение носа, как при вводе аквамариса того же и аквалора. Да, то есть наш корреспондент немножко переборщил, актерское мастерство, да? Да, все понятно. Я на него смотрел, думаю, ой, что-то там. Да, судя по его лицу, мне показалось, что действительно ему там что-то зажгло в носу. Да. На самом деле все не так страшно, да? Все хорошо, да. Отлично. Ну а вообще статистика показывает сейчас рост или все-таки снижение заболеваемости по республике? Снижение по республике, да, идет. Но тем не менее вирус циркулирует, об этом не забывайте, дорогие зрители. Носите маски, все-таки как-то защищайте себя и вакцинируйтесь. Анжела Николаевна, спасибо вам большое за то, что вы посетили наш утренний эфир, рассказали про назальную вакцину. Друзья, я думаю, что наши телезрители теперь знают, что такая вакцина существует. И если у вас подошло время ревакцинироваться, то обязательно это сделайте. Ну а сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а позже вернемся в прямой эфир. Доброе утро, в эфире новости.
Единый регистр сформирует в начале следующего года для учета пациентов с гепатитом С в России, что поможет четко и оперативно оценивать необходимый объем финансовых ресурсов и лекарств. Содействие в развитии отечественного производства таких медикаментов фармкомпаниям на регулярной основе будут оказывать Минпромторг и Минздрав. Все вышеперечисленное предусмотрено планом мероприятий по борьбе с гепатитом С. План рассчитан до 2030 года, но большая часть работы начнется уже сейчас. Так, до конца этого года Минздрав вместе с Фондом обязательного медицинского страхования разработают для регионов рекомендации о способах оплаты медицинской помощи пациентам с гепатитом С за счет средств ОМС. Якутскому региональному отделению российских студенческих отрядов вручили благодарственное письмо от Министерства просвещения Российской Федерации. Награждение состоялось на Всероссийском совещании руководителей молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» в городе Кемерово. В письме Министерство просвещения России выразило слова благодарности бойцам студотрядов за помощь в капитальном ремонте в рамках программы модернизации школьных систем образования. В течение летнего трудового семестра строительные отряды участвовали в капитальном ремонте школ республики. Студенты помогли отремонтировать школы номер 31, 10 и 21 города Якутска. Также бойцы трудились и в районах. Силами стройотрядов отремонтирована школа-интернат Верхневилюйский и Техтюрская СОЖ имени Романова. В рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2022» в историческом зале Национальной библиотеки прошла презентация уникальной книги «Хомусистский виртуоза» с мировым именем Альбины Дегтяревой. Книга рассчитана на широкий круг читателей. С ее помощью любой желающий может обучиться игре на хомусе, независимо от степени подготовки. Книга создавалась мастером не один год. Не секрет, что группа Аяр Хан, основателем и руководителем которой является Альбина Дегтярева, ведет насыщенную гастрольную жизнь. Книгу удалось закончить только в период пандемии. Уникальное издание вышло небольшим тиражом, так что совсем скоро оно может стать библиографической редкостью. Ведь география поклонников группы Аяр Хан охватывает весь мир. А книга способна не просто научить азам игры на хомусе, но готова раскрыть уникальные секреты мастерства знаменитой этногруппы. В столице прошел открытый турнир по художественной гимнастике «Кристалл Джим». Мероприятие охватило 3 района, помимо города Якутска. Всего участвовало 220 детей возрастной категории от 4 до 15 лет. У юных спортсменов была возможность выступать по нескольким направлениям, а именно общая физическая подготовка, индивидуальная программа и групповое упражнение. Стоит отметить, что соревнования проходили 2 дня. Сегодня у нас проходит 2-й день открытого турнира города Якутска по художественной гимнастике «Кристалл Джим 2». Это соревнование, которое включено в единый календарный план спортивных мероприятий города Якутска. И поэтому дети, которые сейчас здесь выступают, они имеют возможность выполнить спортивный разряд до 2-го спортивного. На этом у нас все. Хорошего дня. Мы благодарим наших коллег из новостного отдела за самые свежие и актуальные новости. Ну а мы движемся далее. Да, наш эфир продолжит наша новая рубрика «Школа этикета». В этот раз мы расскажем вам, как вести себя в ресторане. Ведь умение пользоваться столовыми приборами, а также салфетками не только придаст вам уверенности, но станет отличным подспорьем для новых знакомств. Телефону, как и локтям, не место рядом с тарелками. Лучше убрать его в сумку или карман на время трапезы. Кстати, о сумках. Класть их на стол строго запрещено. Ставить ее на пол тоже не советую. Эксперты этикета рекомендуют класть сумку рядом или за собой. В ресторане вам могут понадобиться несколько видов салфеток. Тканевую нужно положить на колени после того, как вы сделали заказ. Она поможет не испачкать одежду. Вытирать руки и лицо тканевой салфеткой по правилам этикета нельзя. Если вы собрались выйти из-за стола, положите ее слева от тарелки. Бумажные салфетки предназначены для того, чтобы убирать остатки пищи с рук и рта. Использованные бумажные салфетки должны лежать также слева от тарелки в сложенном виде. Не кладите их в тарелки, это противоречит этикету. Еще одно важное правило, которое нужно запомнить раз и навсегда: за столом не следует использовать зубочистки, даже прикрывая рот рукой. Этим вы привлечете еще больше внимания. Все гигиенические процедуры должны проводиться в туалетной комнате без свидетелей. Казалось бы, что может быть проще, чем взять со стола бокал? Однако и в этом деле есть тонкости.
Например, винные бокалы принято держать за ножку, причем делать это нужно 3, 4 или 5 пальцами. С бокалами для шампанского действуют те же правила. Есть нюансы и в том, как следует держать чашку. По правилам этикета просовывать пальцы в ручку от чашки не стоит. Правильнее сжать ручку 3 или 4 пальцами. Это не самый удобный способ, однако при грамотной сервировке чашки для кофе и чая не тяжелые. Не бойтесь их уронить. Для верности можно потренироваться дома, чтобы в ресторане продемонстрировать свои безупречные манеры. Замечательно полезные советы. И я бы, наверное, не смогла вот 3 пальцами держать вот кружечку за это маленькое ушко. Но к этому надо еще и приноровиться. Да, есть время поучиться. Ну а сейчас давайте мы узнаем, какие культурные события ожидают нас на этой неделе и какие культурные новости появились за прошедшие выходные. Доброе утро! Мы покажем и расскажем самые интересные новости сферы культуры и искусства. С вами «Культурные новости». Документальный фильм Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» отмечен на фестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. Картина рассказывает о жизни ученого-отшельника на берегу Чукотского моря. Вместе с главным героем фильма зритель наблюдает завораживающий и одновременно пугающий природный катаклизм, связанный с глобальным потеплением. Фильм получил специальный приз «Кентавр» за визуальное оформление, а также приз за лучшую операторскую работу. Якутяне могут передать свои семейные истории на вечное хранение в Московский музей Победы на Поклонной горе. Это стало возможным в рамках всенародного проекта «Лица Победы», цель которого заключается в сохранении памяти обо всем военном поколении. Здесь собираются материалы обо всех, кто внес свой вклад в победу, о тех, кто сражался на фронте или трудился в тылу. Создание столь масштабного архива позволит почувствовать причастность каждой семьи, каждого человека к общей истории нашей страны. Для внесения истории в проект необходимы фотографии и биография родственника. Передать материалы можно через сайт проекта. После проверки модераторами карточка с информацией станет доступна для поиска на портале. Кроме того, в Музее Победы создана мультимедийная экспозиция «Лица Победы». И каждый участник проекта, приехав в Москву, может прийти в музей и показать своим детям и внукам портрет своего предка на большом экране. Якутские вокально-хоровые коллективы завоевали серебряные и бронзовые медали первой Дальневосточной хоровой олимпиаде. В конце октября город Владивосток стал хоровой столицей страны. На первую Дальневосточную хоровую олимпиаду со всей страны съехались 80 коллективов из 15 субъектов Российской Федерации, общей численностью 2000 человек. Данное мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Всероссийского хорового общества. Программа была насыщенной и разнообразной. Конкурсные состязания в нескольких номинациях – детские, взрослые, хоры академические, народные, вокальные ансамбли, участие в концертных программах, проведение мастер-классов, обмен опытом на дружеских встречах. Якутия была представлена известными коллективами, лауреатами многих престижных хоровых и музыкальных конкурсов. Все они достойно и на высоком уровне выступили в Олимпийском хоровом многоборье. Старший хор детской хоровой школы «Соловушка», город Нерюнгри, завоевал 2 серебряных медали, одна из которых за мастерское исполнение духовой музыки. Вокальный ансамбль «Юрдель» Якутского колледжа культуры и искусств был удостоен бронзовой медали в номинации «Взрослые вокальные ансамбли».
Тюнгулюнский хоровой коллектив стал лауреатом 3-й степени в категории «Взрослые любительские народные хоры». В выставочном зале Дома художника проходит новая временная выставка «Защитникам Отечества посвящается». В нее вошли экспонаты из собрания Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Ретроспективная выставка представляет графические произведения отечественных авторов и наследие первых художников Якутии. В экспозиции представлены военные плакаты и карикатура, выполненные известными художниками Петром Романовым, Львом Габышевым, Иннокентием Избековым и другими. Зрительный ряд выставки тематически продолжили графические репродукции отечественных художников, легендарных кукрыниксов Ираклия Таидзе, Тараса Гапоненко, Петра Кривоногова. Их произведения полны экспрессии, где накал военных действий передан ценами природы, галереей строгих портретов героев и участников боевых действий. Выставка будет работать для посетителей до 20 ноября в Доме художника. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Как хорошо, что у нас есть такая замечательная рубрика, как «Культурные новости». Ведь именно она вызывает те самые эмоции, да, какие-то, ведь, я не знаю, даже не всегда положительные, пускай иногда бывают и очень грустные эмоции, но в любом случае культурные мероприятия – это неотъемлемая часть жизни современного человека. Действительно, культура и искусство, да, искусство в полной мере, оно всегда вызывает те или иные чувства у зрителя, у человека. И вот, например, в Москве запустили Дальневосточный экспресс, брендированный поезд в столичной подземке. И каждый его вагон посвящен регионам самого большого федерального округа страны. Ну, а также не только. Акция проходит в 5-й раз. Какие сюрпризы приготовили организаторы в этом году, давайте узнаем в нашем следующем материале. Вулканы, морские деликатесы, северные просторы. Обновленный Дальневосточный экспресс готовится снова удивлять москвичей и гостей столицы своими красотами и традициями. Уже в 5-й год подряд брендированный поезд отправляется бороздить тоннели метро. Главная задача этой акции – сделать Дальний Восток чуточку ближе. Мы хотим дать возможность москвичам прикоснуться к огромной, прекрасной и во многом неизведанной земле Дальнего Востока. Это не единственный мостик, которым бы мы хотели связать столицу нашей Родины и Дальний Восток. У нас 1 гектар работает на всю территорию России, и уже около 2000 человек из Москвы получили 1 гектар на Дальнем Востоке. Каждый вагон посвящен сразу 2 регионам. Про Якутию внутри много интересной информации. И про ленские столбы, Булус, полюс холода. Есть рецепты национальных блюд, рассказы о флоре и фауне региона. И для многих пассажиров это настоящее открытие и приключение. Ну, я знаю, что там есть красная икра, красная рыба, белые медведи, северные олени. Красивые места. Отличная идея. В смысле, почему? Ну вот здесь написано везде. Можно почитать про Якутию. Это наш богатый край, который богат лесами, полезными ископаемыми. И освоению Дальнего Востока Россией еще нам нужно приложить очень много усилий. Развивать железнодорожные пути, автомобильные дороги, строить города, осваивать. Дальневосточный экспресс – это не только про туристический потенциал. В вагонах найдется информация и о том, как можно всесторонне развиваться и самосовершенствоваться на Дальнем Востоке. У этого состава 2 головных вагона, и это не случайно. Один описывает те уникальные новые условия для жизни, новые проекты, как дальневосточная ипотека, дальневосточный гектар, университеты, возможности для образования, для туризма, которые предоставляет социальная сфера Дальнего Востока. И второй головной вагон – это возможности для инвесторов. Новая экономика, которая создается год от года. Между прошлым и этим годом уже почти 700 миллиардов рублей дополнительных инвестиций вошло в Дальний Восток. Осторожно,
двери закрываются. Дальневосточный экспресс выходит на линию. Курсировать поезд будет полгода по синей Арбатско-Покровской линии метро. И предполагается, что в такое путешествие по Дальнему Востоку смогут отправиться более 2 миллионов человек. Максим Кардозо, Джор Березкин, Москва. Мне кажется, это замечательная идея и для наших, да, автобусов. А почему бы не запустить, допустим, на 109-м вот такие небольшие стенды, пускай хотя бы по районам нашей республики. Пока едешь 30-40 минут до Жатая, прочитал, узнал интересные исторические факты, запомнил, обсудил с ребенком, почему бы и нет. Ну, действительно, то есть я думаю, что это в любом случае будет очень интересно не только жителям нашего города, но также гостям нашей столицы. Ну, а Даша, как ты относишься к гороскопам? Знаешь, но редко читаю, редко обращаю внимание, редко запоминаю. Ну, а я с тобой тоже согласен, примерно так же я к этому отношусь, но тем не менее, когда я читаю гороскоп, если что-то позитивное там написано, я это запоминаю. Ну, а если что-то такое не очень, я думаю, ну, ладно. Забыли. Да, вот, например, на сегодня мне, как знаку Дева, да, представителю этого знака, было предсказано, что, ну, написано в гороскопе, что будут неожиданные поступления денежные из неожиданных источников. То есть я вот с ожиданием жду. То есть эта новость, возможно, дня. Сделала твой день с самого утра, да? Да. То-то ты такой счастливый сидишь, весь светишься, да, знаешь, вот мне даже захотелось узнать, а что же ждет меня сегодня, и давайте самое время перейдем к той самой рубрике гороскопы. Да. Овны. Овнам предстоит попасть под давление Марса, находящегося в знаке Водолея. Для вас это означает стремление к независимости и свободе. Обратите взор на свою жизнь. Есть ли в ней что-то, не дающее покоя, что-то сковывающее? Если нечто подобное обнаружится, то следует немедленно избавиться от этого. С астрологической точки зрения сейчас самое удачное время. Тельцы. Тельцы проведут легкие, непринужденные 7 дней. Лучше всего провести это время в окружении близких. Вы сможете зарядиться от них положительной энергией. Не исключено, что вам предложат интересную поездку в место, где вы еще не бывали. Не пренебрегайте этим. Отправляйтесь в путь, и если получится, возьмите семью с собой. Близнецы. Близнецам следует учесть, что на их знак будет влиять Венера, находящаяся в Козероге. Это означает, что ваша чувственность значительно притупится. Тем не менее, это не повод обделять вторую половинку вниманием. В рабочей сфере все благополучно, и ваша репутация сослужит вам хорошую службу. Раки. Раков ждут спокойные 7 дней. Они не будут богаты на события. Но вы не обратите на это внимания, поскольку будете увлечены какой-то мыслью, либо произведением, которое займет все ваши развлечения. Если захотите поделиться своим интересом с кем-либо, то обратитесь только к человеку, который точно сможет вас понять. Избегайте равнодушных. Львы. Вам на грядущей неделе следует ожидать того, что кто-то ворвется в вашу жизнь с просьбой о помощи. Ваш опыт, мудрость и способности – это то, что может поспособствовать достижению чужого вам человека. Скорее всего, вы согласитесь, и звезды одобряют такое решение. Кроме того, ждите приятных событий в романтической сфере. Девы. Девам в грядущие 7 дней предстоит на время позабыть о работе и своих профессиональных обязанностях. Всерьез займитесь уходом за своим телом. Вы не пожалеете, а чувственную сферу лучше доверить своей второй половинке. Доброе слово, поддержка и понимание – это то, что вам сейчас будет очень кстати. Весы. Весам на предстоящей неделе не стоит пренебрегать помощью более опытных людей, чем они. Совет, который будет получен вовремя, значительно сэкономит ваши силы. Тем не менее, не вздумайте злоупотреблять чужой добротой. Отвлекайте людей только тогда, когда вы действительно не в состоянии справиться самостоятельно. В конце концов, вашу деятельность отметят и оценят по достоинству. Скорпионы. Скорпионов ждут 7 дней, в течение которых постоянно будут всплывать различные мысли, сомнения и задумки. Отведите для размышлений какие-то определенные часы, а в остальное время сосредоточьтесь на выполнении своих непосредственных обязанностей. Так вы избежите эмоционального выгорания и в целом останетесь довольны собой. Стрельцы.
Стрельцам не стоит опасаться каких-либо трудностей. На грядущей неделе в их знак входит Меркурий, что положительно скажется на большинстве сфер вашей жизни. Не откладывайте на потом, действуйте. В этот 7-дневный период вы будете способны воплотить самые смелые замыслы. Козероги. Козероги попадут под сильное влияние Венеры. Она значительно изменит вашу чувственную сферу, не оставив и следа от привычной сдержанности. Вам захочется ликовать и радоваться. Не ограничивайте себя в этих желаниях и делайте то, чего душа просит. Близкие будут рады разделить ваше воодушевление. Водолеи. Водолеям стоит задуматься о карьерном росте. Звезды говорят, что этот период благополучен для того, чтобы сделать соответствующий намек начальству. В целом неделя пройдет в очень легком и радужном настроении, которое не будет омрачено ни одним негативным событием. Вам точно не придется скучать. Больше общайтесь, улыбайтесь и наслаждайтесь жизнью. Рыбы. Рыбам следует в течение грядущей недели четко поставить перед собой цели, чтобы знать, к чему стремиться в будущем. Также будьте готовы к тому, что вам придется выступить в роли наставника для своей второй половинки. На работе вас ожидают значительные достижения. Вот я и нашла ответ на сегодняшний день. Мне сказано: делайте то, что душа хочет. Очень позитивный такой настрой на весь день понедельника. Да, ну и мы, конечно, дорогие друзья, желаем вам самого хорошего начала сегодняшнего утра, начала рабочей недели. До Нового года осталось 55 дней. Но и, конечно, мы с вами увидимся вновь на канале Якутия-24 на ВК Саха в это же время уже завтра. Как обычно, нас ждут самые свежие актуальные новости, интересные гости, ну и, конечно, позитивное и доброе настроение. Увидимся уже завтра. Утро Якутии с вами.